Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто у вас на пороге и что вам по судьбе? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Тут скоро кто-то объявится, проявится. У вас прям сердце радостью наполнится, как желание исполнится. А мужчина, который вам нравится, либо вы испытываете любовь, либо испытываете симпатию, да, вы все разные. Может быть, вы влюблены, а может быть, вам просто нравится этот мужчина. Он действовать начнет, он начнет проявляться. У кого-то прям подойдет и двойку вам сразу будет предлагать. И говорит: все, ничего не знаю, ничего слышать не хочу. Вот ты мне нравишься, я буду за тобой ухаживать, и только попробуй, да, мне отказать, я буду тебя добиваться. А у кого-то мужчина начнет вам там писать, да, на что-то намекать, куда-то вас приглашать. Но у вас сердце будет радоваться. Тот, кто нравится, тот, кому вы неравнодушны. Именно этот человек проявится. У него, смотрите, все стрелки смотрят на вас, а ваши стрелки смотрят на него. Ну, все сошлось, симпатия, любовь, все взаимно. И у вас начинается как новая жизнь, да? Мечты сбываются, желания исполняются, причем желания общие. И тут даже, смотрите, мужчина, он, смотрите, идет на лошади. Лошадь, конечно, небольшая, ну ладно, это не важно. Мужчина зато большой, и букву А он вам везет. Но это новое начало, да? Новое начало ваших взаимоотношений. Если уже любовь любовная, то, скорее всего, может, вы ссорились, либо расставались временно, либо паузу брали. Он просто вот мощно врывается в вашу жизнь и такой: все, хватит молчать, хватит нам ссориться, мы должны быть вместе, я люблю тебя, ты любишь меня, там, зачем мы теряем время, зачем эти все глупые разборки. Он вас просто так удивит, как никогда не удивлял. Возможно, вы даже и не представляли, что ваш мужчина способен на такие дерзкие штучки, да, вот так вот ворваться в вашу жизнь и вот так решать конфликтные ситуации, да, полным обнулением. Он так и скажет: давай забудем, давай букву А, давай сначала начнем. А если мужчина вам нравится, да, и вы нравитесь друг другу взаимно, то мужчина, например, позовет вас на свидание и очень быстро перейдет к делу, понимаете? Начнет вам рассказывать, что давно ты мне нравишься, мы с тобой там не дети, да, зачем нам все это уси-пуси, да, давай уже там как-то лучше, больше друг друга узнавать. Ну, вы, конечно, будете в приятном шоке, сердце ваше будет просто вот заливаться счастьем. И петь, конечно же, вам самые лучшие песенки. Ну, почувствуйте, что вы счастливая и любимая. Да, тот, кто нравится, либо тот, кого вы любите, у вас уже на пороге мчится с буквой А. Начать сначала, либо, в принципе, начать отношения. Дальше, мои хорошие, по судьбе. По судьбе вам какую-то ворону вспугнуть. Ворона, видите, летит в обратную сторону. Вот она, видите, вот она, ворона. Улетает, вы ее напугаете, вы ее вспугнете. Ворона – это недобрый человек, недобрый вестник, либо человек, который сеет вражду, неприязнь, склоки, споры, агрессию, да? Человек, который всем все портит, рассказывает, либо предсказывает какой-то негатив, да, запугивает людей. Вы эту ворону очень вспугнете, будет лететь, куда глаза летят. Надолго улетит, надолго. Вам еще не один человек придет и вот земной поклон сделает, да, за то, что вы эту ужасную мерзкую ворону вспугнули. Это может быть и женщина, это может быть и мужчина. Ворона в данном случае пола не имеет. Вот тот, кто негативил, тот, кто всех угнетал, запугивал, вы этого человека вспугнете. Может, вы
не побоитесь и человеку скажете, что вот еще одна твоя выходка, и я там в полицию пойду, да, либо я к кому-то обращусь, ну, либо я сама тебе шею намылю, да, и человек так посмотрит на вас, скажет: ничего себе, бешеная, да, лучше от греха подальше улететь. Напугаете, вы действительно напугаете. А может, у вас репутация такая, что с вами шутить нельзя, что вы умеете за себя постоять, и что вы такой человек, который идет до конца и никого не боится. Вот, улетит, ворона действительно улетит. Дальше. На пороге у вас мужчина и женщина. Кстати, очень веселые, классные такие, знаете, вот молодые, забавные. Может, они по возрасту не такие молодые, но вот живут как будто бы молодые, там, не знаю, 20-летние. Слушайте, они вас развлекать будут, они вас куда-то будут приглашать. Либо у вас какое-то мероприятие дома устроят, либо вас вот за руки возьмут и куда-то поведут. Вы очень здорово с ними проведете время. И еще у кого-то отыграется, ну вот если вы одна, у вас нету половинки, да, любви нет в жизни, то они вас могут специально куда-то выводить с целью с кем-то свести, с целью с кем-то познакомить. Сразу хочу сказать, что идея очень хорошая, потому что их приятель, либо этот мужчина, с кем они хотят вас познакомить, очень приличный человек. Может быть, если он там не понравится, то, по крайней мере, вы можете подружиться и быть всегда на связи, друг другу помогать, друг другу подсказывать. Мне идет, что мужчина очень приличный, тот, с кем они вас будут знакомить. А может быть, вы вместе пойдете гулять, да, без намерения с кем-то знакомиться, и они встретят своего друга и представят его вам. И вы тоже сможете подружиться с этим человеком. Так что, мои хорошие, все очень и очень неплохо. Вы обязательно с этой парочкой идите, с этим мужчиной, с этой женщиной, точно не пожалеете. По крайней мере, да, очень хорошо и весело проведете время. Вот прям настроение у вас улучшится, поменяется, и расслабиться сможете, и повеселитесь от души. Они очень приятные. Дальше, мои хорошие, у кого-то на пороге, не знаю, как это правильно сказать, но какие-то проблемные либо голодные родственники. Родственники, которые вот дай, помоги, выручай, спасай, как приюти, да. Но это родственники, это не чужая кровь. Но либо названные, кстати, тоже может быть названные родственники. Просто как снег на голову вам падают, и вот что хочешь, то и делай. Родственники, которые ничего не знают о хороших манерах, о воспитании, о сдержанности, да, ничего не знают о том, что нельзя быть наглым, да, что наглость — это все-таки неприлично. Ну, если честно, я не вижу, что вы прям очень обрадуетесь. Скорее всего, вы так, знаете, соберетесь, группируетесь и будете думать, что вам делать, что можно предпринять, чтобы этих родственников как можно скорее вот и выпроводить, да? Либо с наименьшими потерями принять у себя дома. Ну вот родственники мне идут. Если родственники живут далеко, то, скорее всего, вот объявятся там в телефонном режиме, через мессенджеры, да, будут о чем-то просить, требовать, настаивать и кричать, что вот если вы не поможете, то все, им будет плохо, они там все бедненькие отдадут Богу душу, да. Вот как будто бы от вас зависит, и вы такая бессовестная, вы не хотите помогать, да как так, да как вы земля носит, да как вы греха не боитесь. Слушайте, такого наслушаетесь ужасного, что, конечно, мне вас искренне жаль, но с другой стороны, если это ваши родственники, наверное, вы уже к этому привыкли, возможно, у вас уже иммунитет к их высказываниям. Ну, я не одобряю, так нельзя. Так нельзя. И вам нужно этот, кстати, вопрос решать. Мне вот кажется, что вы своим молчанием, своим принятием вы этих родственников разбаловали. Да? Надо воспитанием заняться. Надо учиться говорить им «нет». Нет и все. Сильно они вам помогают? Сомневаюсь. А вот вы им все, что имеете, отдаете. Они еще и большего требуют. Дальше, мои хорошие. По судьбе вам встреча. Встреча с очень высоким человеком. Смотрите, какой высокий. Либо человек действительно очень высокого роста, либо человек занимает высокую должность. Вот прям мастер мастеров, академик академиков, да, очень серьезный человек.
и вы буквально ему по пояс, получается, да. Встреча с этим человеком очень благотворно повлияет на вашу жизнь. Здесь этот человек возьмется за ваше дело, за вашу проблему, либо за ваше лечение и очень успешно справится с поставленной задачей. Этого человека вы никогда не забудете. С благодарностью будете вспоминать и еще очень многим людям будете рекомендовать. Но опять же, вы все разные. У кого какая проблема. У кого-то проблема по здоровью, и вы ищете очень крутого специалиста, вы его точно найдете, вы по судьбе с ним встретитесь. А у кого-то проблемы, например, там, ну не знаю, с законом, юрист вам нужен. И вы найдете самого лучшего, который вам поможет, причем легко, быстро и недорого. И вы потом будете этому человеку всегда благодарны и будете всем и вся его рекламировать. Ну, потому что действительно это реальный отзыв, ваш опыт, который вы пережили. Очень хороший момент, да. Контакты. Храните контакты, берите визитки. Это тоже очень и очень важно. Дальше. У кого-то на пороге, ну, тут даже не на пороге, тут скорее как на работе, мне кажется. Либо на работе, либо вы куда-то пойдете и какую-то женщину встретите. Женщина очень плохо выглядит, очень плохо, неожиданно плохо. И, если честно, вы, возможно, и не узнаете эту женщину, либо узнаете не сразу. Но когда узнаете, когда поймете, кто перед вами, вы скажете: ничего себе, вот эта жизнь тебя раздавила, приплющила. Женщина очень плохо выглядит, прям невероятно, прям какое-то болезненное лицо, синее, черное, желтое, не знаю, какое-то странное. И вы даже испугаетесь. Вы скажете: да как так? А что могло произойти? Буквально вы эту женщину, может, там в прошлом месяце видели, да, и она выглядела прям вся здоровая была, светилась, еще орала, глотка луженая. А тут еле-еле слышно, что она говорит, сама на себя не похожа. Превратилась в какую-то старуху-шапокляк, понимаете? Вы скажете: ничего себе. Ничего себе. Я не знаю, в каких вы отношениях, но знаю, что вы от этой женщины в свое время прям какую-то больку словили. То есть она причастна напрямую либо косвенно к каким-то неприятностям в вашей жизни. Вот вы ее увидите в таком состоянии, знаете, что вам ее специально показали высшие силы, чтобы вы видели, что этой женщине бумеранг долетел. Прям долетел и больно ее ударил. Сильно больно ударил. Это вот для этого вам ее показали. То есть на вопрос, почему я ее встретила, ответ простой. Это был бумеранг, и высшие силы хотят, чтобы вы ее увидели, и чтобы вы понимали, что женщина в ответе, да, ответила за то, что она для вас сделала. Это бумеранг был за вас. Может быть, там позже за других людей прилетит, но вот эта ситуация, это бумеранг за вас. Что ж, что есть, то есть. Думать будете об этом, да, долго будете думать. Может быть, даже с кем-то будете обсуждать. Так, у кого подружка? Подружка-веселушка. Подружка грустная придет, как в воду опущенная. Что-то у нее случилось. Какая-то неприятность, какая-то ситуация. Ей нужна ваша дружеская установка, ваша дружеская поддержка. Вот смотрите, вы как-то начнете очень грустно. Грустно начнете, но зато очень весело закончите. Может быть, вы с подружкой что-нибудь будете помимо обсуждения принимать, да, сколько-то там грамм на сердце принимать. В общем, и погрустить успеете, и поплакать, и в то же время вот закончить тем, что вы танцуете, вы веселитесь, смеетесь, песни какие-то поете. Вот такие у вас дружеские посиделки идут. Ну, друзья, они на то и нужны, да, чтобы в трудную минуту друг друга поддержать и чтобы друг друга развеселить и порадовать. И еще хочу предупредить, что эти ваши женские вечера, да, посиделки могут затянуться прям очень сильно за полночь. Вот если вам на работу нужно будет идти, то это чревато тем, что вы будете вот весь день ходить и засыпать, просто на ходу засыпать. Вот. Конечно, когда весело, то времени не замечаешь, но с другой стороны, не забывайте, что и работать надо, да? Что эффективность труда падает, когда человек уставший, не выспавшийся. Ну, подружка у вас все-таки классная, да и вы прям классная подружка, вы друг друга нашли.
Дальше, мои хорошие. Ну, тут больше похоже на интернет-сообщения, скорее даже как социальные сети. Может еще быть сайт знакомств. Мне вот идет какой-то знакомый мужчина, вам напишет, вы аж вспыхнете, когда поймете, кто он такой. Ну, допустим, какой-то сильно очень бывший мужчина, да? И он вам, представляете, в соцсети пишет, там, привет, детка, как дела? И вы такая, кто такой, кто такой? Кто? Начнете присматриваться, а потом как поймете, что это сильно бывший, да, там, может, лет 20 назад, а скажете, боже, он меня не забыл, а он вам так и напишет, что ты не изменилась, такая же красивая, и вам будет приятно на самом деле. И то же самое может случиться, если вы общаетесь на сайте знакомств. Какой-то очень сильно бывший, с кем у вас, ну, либо какая-то интрижка была, либо просто, знаете, общение было. И вот он вас не забыл, а действительно очень много времени прошло. И он вам напишет, что вот ты совсем не изменилась, такая же красивая, как живешь, как дела. Вам будет приятно. Приятно, что он все это время о вас помнил. Вам будет приятно, что он вас узнал. Ну, в общем, поднимет вам тоже настроение. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.